Утро с гостями – это просто наше любимое. Вы знаете, особенно если гости ехали к нам издалека. Особенно, когда эти гости из Беларуси, и мы знакомим вас с ними. Сегодня в нашей студии председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Кулый и представитель Башкортостана при торговом представительстве Российской Федерации в Беларуси Константин Климин. Доброе утро. Приехали. Добрый ранец. Добрый ранец. Я тоже... Вот, понимаете, выучили. Причем, насколько я знаю, Филипп, вы в Уфе первый раз? Ну, исправьте меня. А поэтому я в Уфе далеко уже не первый раз и очень рад этому. Мы тоже очень рады, что вы наконец-то и до нашей студии дошли. С чего бы я хотела начать нашу беседу? Во-первых, хотела отметить тот факт, что вчера в Беларуси отмечали очень важный праздник, День независимости. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Мы вас поздравляем с этим праздником. Действительно, это очень важный праздник в стране. И, насколько мне известно, в Бресте, вот буквально совсем недавно, было открытие мемориальной доски с фамилиями солдат из нашей республики, которые защищали Брестскую крепость. Было. Да, это так. Единственная корректировка не с фамилиями солдат, а это плита уроженцам Башкортостана, которые защищали и освобождали Брестскую землю. То есть эта плита была открыта 21 числа, скажем так, в день до начала Великой Отечественной войны. Это были... Вы говорите, у меня мурашки по коже. Это торжественное мероприятие было, собственно, с большим стечением общественных организаций, официальных лиц Брестщины, Брестского района, города Бреста. И сейчас на гарнизонном кладбище туристы из Башкортостана или те, у кого остались родные там, имеют возможность принести цветы, почтить память. Данная инициатива была прорабатывалась с сентября прошлого года. Руководство республики поддержало данную инициативу и уже реализовали вот 21 июня. Ну, я бы, наверное, добавил, что это вообще как бы мало того, что важно, но так сложились исторические обстоятельства, ну, к несчастью для нас и истории, и к счастью для туризма и современного дня, что на протяжении 3 глобальных конфликтов и войн на западных рубежах вот доблесть башкирского воинства, русского оружия, она проявилась именно на наших землях. Речь идет и о войне 812 года, где яркая кавалерия башкирская удивляла на полях Березины, в принципе, под Кобрином, на территории всей Беларуси, французских оккупантов. В Первой мировой, где ярчайшие события, не только сейчас речь там о Барановичской операции, где герои, выходцы из Башкирии проявили там чудеса неслыханной доблести, ну и, конечно, и Вторая мировая. Соответственно, понятно, что сотни тысяч людей, которые не вернулись обратно к себе на родину, многие из них именно освобождали Беларусь и воевали у нас. И пускай это не всегда был великий подвиг, хотя и таких достаточно. Пускай это был какой-то мелкий, локальный. И, к счастью, благодаря политике главы нашего государства, Беларусь смогла это и зафиксировать в памятниках. Ну и, конечно, мы со своей стороны, в части экскурсоводов, электронного портфеля экскурсоводов, смогли создать специальные технологические карты для экскурсий и туров, которые ориентированы именно на башкирское участие в этих 3, ну, конечно, тяжелейших конфликтах, но тем не менее, это доблесть, это патриотизм, это то, чем можно гордиться Башкирии за пределами Башкирии далеко. И это очень интересное, увлекательное событие, потому что понятно, откуда эти герои, из каких мест, из каких регионов, и когда, будь то дети, школьники или уже там пенсионеры или рабочие коллективы сталкиваются вот этим чувством сопричастности и ощущения к этой земле, это совершенно другой туризм, где ты как бы в другом
месте, но не на чужой для тебя земле и территории, Совершенно где не тебя на чужой, помнят точно. и отмечают. Туристов из Башкортостана в Беларуси очень много. Огромное количество моих друзей и знакомых были у вас в гостях. Я следующая, я обещаю точно. Приеду в Брест. Возят ли в рамках программы «Башкиро-белорусское долголетие»? Нет, Кто из нас нет. отвечает? Давайте тогда, наверное, я, как профессиональная сторона принимающая. Нет, в рамках долголетия пенсионеров они не выезжают в Брест. Это 360 километров, хотя это не сверхдалеко, там очень хорошая трасса. Для индивидуальных туристов, сообщаю, лучше ехать вообще на поезде, потому что это дешевле и по времени столько же. Суть долголетия заключается в том, что люди целую неделю находятся в одной гостинице в столице, а вокруг города Минска есть и замки 15-18 века, и этнографическая деревня, и промышленный туризм в виде БелАЗа, самых крупных автомобилей в мире, и Березинский заповедник со всеми там зубрами. То есть это очень такая локация, которая полностью закрывает все потребности. Но город Брест и все, что с ним связано, будет входить в программу доблести российского башкирского оружия на западных рубежах, которая, мы надеемся, начнется уже со следующего года для учащихся и иных желающих. Да, но тем не менее там ведь есть один свободный день, когда дается выбор. Да, И суббота в долголетии всегда свободный день, и можно поехать как в Гродно, так и в Брест, либо в другие какие-то направления. ну, как правило, едут в Гродно. Да, потому что Почему? Гродно это самый такой необычный город с точки зрения архитектуры. Он не попал в план перестройки 1878 основных российских городов, и там сохранились именно средневековые такие европейские улицы, католические соборы, храмы. Но с точки зрения патриотизма там сохранился форт границы Российской империи и Германии. Ну, то есть без Польши как бы. Да, и этот форт, он очень монументальный. Это граница до Первой мировой войны между нашим миром и германским. И это достаточно монументальное сооружение. Ну и кроме того, как раз началу Второй мировой войны, Великой Отечественной, точнее, он не пострадал практически, потому что вышло так, что и волна, собственно, обороны и уже наступления прошли достаточно быстро, и город пострадал, в отличие от Минска, в меньшей степени. И, то есть там сохранились... Молниеносно и в одну сторону, и в другую произошли события, и Гродно сохранился достаточно хорошо. Сейчас реконструируют полностью старинные древние замки на высоких неманских берегах. Ну, Прилетаем в Да, Константин. Кстати, недавно, вот буквально мы 2,5 недели принимали участие в Гродно фестивале национальных культур. Там достаточно активно были представлены и башкиры. И как раз в рамках данного мероприятия удалось передать благодарность от главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова руководителю татаро-башкирского общества Чешма Левшевич. Вот, и мы в торжественной обстановке на сцене при руководстве Гродненской области зачитали поздравления, передали данную благодарность, потому что они достаточно активную работу проводят по сохранению культурных традиций башкирского народа, в том числе и проведение сабантуев. И руководство республики всячески содействует, поддерживает, помогает и костюмами, и музыкальными инструментами, и юрты, которые я тоже принимал участие в установке этой юрты на Сабантуе. Вот поэтому... Вот да, мусульманскую часть, да, я совсем про нее забыл. Конечно, в Минске есть мечеть, она является обязательной точкой в рамках наших программ для Башкортостана, что детей, что пенсионеров. Но Гродно чем интересен для мусульман? Дело в том, что там музей религии и национальностей, и там есть 16 бунчугов основных мусульманских татарских родов, которые нам помогали еще в далекие времена сражаться с крестоносцами. Это легкая конница, которая решила в генеральном сражении при Гюнвальде и не только. И также там есть Коран, который написан на старобелорусском языке.
Ну, в Знаете, общем, я даже убрала вопросы. Мне кажется, я не буду задавать те вопросы, которые у меня прописаны в сценарии, потому что это супер интересно. Это мини-экскурсия. Осталось только визуализировать. Как визуализировать, вы знаете, Уфа-Минск, прямые рейсы, да? Ведь Да. вы же на самолете на одном прилетели без пересадок. ну, нужно отдать должное, что эти прямые рейсы, они функционируют в первую очередь благодаря тому, что глава Республики Башкортостан принял решение по ряду вот этих вот программ. И, пользуясь случаем, что я здесь, с множеством российских регионов прямое авиасообщение, но только с Уфой, только с Башкортостаном есть вот такая вот естественная программа, которая позволяет прямым образом развивать интерес и поддерживать его максимально, ну вот, реально. Это самый эффективный инструмент поддержки прямого рейса, который существует. И мы, конечно, очень надеемся, что уже в следующем году он из поддержки перейдет в более такую коммерческую историю и желательно обоюдную. Дело в том, что правительство республики поручило, в том числе, чтобы и белорусские туристы приезжали в Башкортостан, собственно, и вот и Филиппа мы пригласили для того, чтобы отработать. И здесь, в Башкортостане, мы встречаемся сейчас сегодня с министром туризма, с министром образования. Вот, и, собственно, ждем, что Филипп даст то решение, предложит, поможет, чтобы из Беларуси прилетали в Башкортостан и увидели наши красоты. У нас говорят Алаберса. Так будет 100%. Мы заговорили про программу «Башкиро-белорусское долголетие», потому что люди старшего поколения могут воспользоваться этой программой и на таких дисконтных условиях, скажем, посетить Республику Беларусь. Мы ждем с нетерпением жителей Беларуси в нашей республике. Нам тоже есть что показать. Прямой рейс для всех. На поезде дешевле, да, я уже услышала. Внутри Беларуси. Внутри Беларуси. Коллеги, По Беларуси. из Минска ехать в Брест комфортнее и дешевле на поезде. Все, я поняла. Мы летим. Нет, мы летим. Мы летим. Двери открыты. Самолеты летают, гостеприимная страна. Спасибо вам огромное за то, что вы этим утром вместе с нами. Мы благодарим вас и правительство Республики Беларусь за вот эти вот тесные связи с нашим правительством. Мы желаем вам классного продолжения этого дня